Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. День России – государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату – 12 июня. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Гость в нашей студии – Георгий Михайлов, руководитель администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Георгий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Как мы уже сказали, сегодня отмечается праздник День России. По всей стране идут всевозможные торжества. И у вас есть, конечно же, прекрасная возможность поздравить якутян с этим знаменательным событием. Спасибо. Во-первых, конечно, поздравляю вас, Валерия, с Днем России. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех жителей нашей любимой республики с таким праздником, с этим праздником, с Днем России. У нас, конечно, сейчас достаточно сложное время, и я желаю всем нам сплочения, здоровья крепкого, ну и чтобы все наши планы, которые мы ставим перед собой, чтобы они обязательно были реализованы. Присоединяемся к вашим словам, прекрасно. Ну и сегодня будут проходить множество торжеств по всей республике. Что ожидает жителей и гостей столицы и Якутии? В целом, по плану мероприятий, посвященные празднованию Дню России, они начались с начала месяца. С июня они проходят по территории всей республики, как вы сказали. И, конечно, одним из таких центровыми являются исторические тематические выставки. У нас мероприятия, посвященные 280-летию создания Иркутско-Якутского тракта. Потом во всех образовательных школах пройдут мероприятия, посвященные этому государственному празднику. Также достаточно много интересных мероприятий, которые для горожан. Это, конечно, в рамках проведения специальной военной операции на площади Орджоникидзе будет проходить патриотическая акция по подготовке и изготовлению маскировочной сетки, которые будут направлены нашим бойцам. Ну и, конечно, одним из центровых событий будет являться чествование нашего героя России, участника специальной военной операции Александра Гавриловича Колесова. И, конечно, много мероприятий, ну и одним из таких основных, это посвященные Дню России, проходит сейчас спартакиада школьников. Конечно, все районы с нетерпением ждут результатов. Надеюсь, что они порадуются за своих школьников. Кроме этого, в наших музеях, в библиотеках тоже пройдут тематические выставки. Достаточно много интерактивных мероприятий будет. В рамках Дня России тоже впервые в республике будет установлен экран с помощью социальной сети ВКонтакте, через который можно будет соединяться жителями других городов для того, чтобы поздравить друг друга. Да, обширная программа мероприятий, учитывая, что все они начались с начала месяца и также не закончатся, не ограничатся 12 июня, то есть будут какое-то время еще продолжаться. Но а что вы можете сказать о значении Дня России для россиян? Ну, как вы сказали в начале, это праздник в 90-х годах, он назывался Днем принятия декларации о суверенитете, и позже он начал называться Днем России. Конечно, День России – это праздник нашей Родины, потому что мы все россияне. Конечно, для того, чтобы полюбить свою Родину, надо, на мой взгляд, хотя бы проехать сначала свой город, узнать свой город, потом свою республику. Но у нас республика достаточно большая, поэтому, к сожалению, это сделать очень трудно. Ну и, конечно, поехать по своей стране, посетить свои исторические города, которых очень много, у которых своя история очень глубокая, которые живут очень интересные люди. И если мы добьемся этого, и каждый наш маленький житель будет этим пропитан, он будет любить свой дом, свою улицу, свой город, свой населенный пункт, свою республику, свою страну, то мы воспитаем людей, которые в дальнейшем будут трудиться и работать
ну, чтобы страна стала процветающей, преуспевающей, ну и чтобы мы оставили для своих потомков вот именно целостную территорию для дальнейшей жизни. Но в стране действительно есть на что посмотреть. Там многонациональная страна. У каждой культуры можно что-то посмотреть интересное, съездить, достопримечательности. Ну а что значит Россия в современном мире на сегодняшний день? С началом специальной военной операции у нас очень много все изменилось, и мы уже живем в другой жизни. Это надо понимать. Конечно, на нас сейчас, на нашу страну ополчился весь коллективный Запад, и прежние братские народы сейчас настроены против нас. Конечно, это очень плохо, и наша самая главная, на мой взгляд, миссия России — это, вот как вы правильно сказали, это объединение большого количества народов. И мы идем вперед вот, только вместе и только вот, понимая, и живя в согласии и в мире с друг другом. Это было и во времена Великой Отечественной войны, когда наша страна, она разбила нацизм. Ну и уверен, что так будет и сейчас. Мы должны объединиться, мы должны противостоять. Но вместе с тем мы должны понимать, что, как прежде, как 10 лет назад, уже никогда не будет. И мы должны все сделать для того, чтобы наша страна догнала те недочеты, которые были раньше, чтобы наши дети получали хорошее образование, чтобы у нас медицина развивалась, социалка, чтобы все было нормально, и чтобы жизнь наших жителей, чтобы она улучшалась. Вы уже отметили, что сейчас наступили достаточно сложные времена, и как раз-таки вот в такие моменты становится понятно значение патриотического воспитания. Какие задачи ставятся в этом направлении именно у нас в республике? К сожалению, вопросами патриотизма долгое время мы не занимались, и это, конечно, очень сейчас тяжело быстро наверстывать. И сейчас вот, те ценности сейчас, которые прививают, я уже рассказал, это вот, мы провели опрос среди школьников и студентов, что такое вот, любить свою родину. И все говорят о том, что мы должны любить свою семью, мы должны любить своих близких, свой дом. Конечно, вот патриотизм начинается с малого. И вот как Александр Сергеевич, помните, когда вводил исполнение гимна, сколько было противостояний? Мы отбивались от всех вот таких хейтерских атак. Но сейчас вот на протяжении уже 3 лет мы поняли, что Александр Сергеевич сделал очень правильный выбор. И гимн мы должны хотя бы знать. И сейчас вот мои дети, которые учатся в 4-5 классе, они гимн Российской Федерации знают, они поют. И вроде бы это вот такие эфемерные какие-то, может быть, на взгляд наших жителей, ну, ненужные вещи, да, на мой взгляд, вот именно с этого начинается патриотическое воспитание. Сейчас во всех школах вводятся заместители руководителей школ по воспитательной работе. Сейчас у нас работает и движение первых. Мы начинаем работать в коллективах по этому вопросу. У нас работают и лекторы, которые этот вопрос пропагандируют и рассказывают, объясняют. Совсем скоро у нас будут открываться филиалы. Вот, надеюсь, что если у нас все получится, переговоры пройдут успешно, президентской библиотеки, которые будут предоставлять удаленный доступ для всей своей библиотеки, в котором собраны историческая правда о нашей стране. Конечно, в рамках этого при главе Республики Саха-Якутия создан Координационный совет, в котором будут рассматриваться планы работы, направления по различным направлениям, сферам нашей деятельности. И
Первое заседание уже прошло, на котором Александр Сергеевич дал поручение, утвердил план работы. Но мне кажется, что мы не только должны на государство опираться, да, но мы сами должны вот этим заниматься повседневно, в своей семье, в своем коллективе, в кругу своих друзей. И если поймет это каждый человек, то наша задача, я думаю, что будет выполнена. Конечно, я тут с вами согласна, потому что все начинается с малого и как минимум с любви в твоих самых близких и в твоей семье. Георгий Николаевич, спасибо вам большое, что пришли. Я вас также поздравляю сегодня с сегодняшним праздником. Желаю нам всем всего наилучшего. Спасибо, Валерий. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.